Добрый день! Представляю вашему вниманию видеопортрет главный поэт казахов к 150-летию Ахмета Байтурсынова. Байтурсынов родился 28 января 1873 года в урочище Сартюбек Тургайского уезда в семье крестьянина. Ахмет обучался грамоте у аульного муллы. В 1886 году он поступил в Тургайское двуклассное русско-казахское училище, затем учился в школе киргизских учителей в Оренбурге, которую окончил в 1895 году. Он долго учительствовал в аульных волостных школах, а также в двуклассных русско-казахских училищах в Актюбинском, Каркаралинском уездах и в городе Кустанае. Ахмет Байтурсынов был одним из первых просветителей Казахстана, которые осознали, что просвещение и образование принесут ощутимую пользу народу лишь в условиях свободы и общественных перемен. Большим событием в жизни казахского народа стало национально-освободительное восстание 1916 года. Эти обстоятельства оказали влияние на содержание и направленность казахской литературы, общественную жизнь, рост культуры населения. Образование способствовало увеличению числа читателей, повышению художественного вкуса, появлению в печати читательских отзывов на выпускаемые произведения. Отдельными книгами издавались произведения Алтынсарина, Абая, Шакарима, Байтурсынова, Кубеева, Жумабаева и других. Национально-освободительное движение вооружило казахскую литературу идеей свободы. В июле 1917 года в городе Оренбурге на Всеказахском съезде состоялось организационное оформление партии «Алаш», лидерами которой стали Бакейханов, Байтурсынов, Дулатов и другие. В 1913 по 1917 года примечательный период в жизни Ахмета Байтурсынова. Он был редактором газеты «Казах», единственной тогда газеты на казахском языке, выпускавшейся в Оренбурге. Тяжелые дни и перегибы в числе 3 десятков государственных культурных деятелей без всяких оснований в 1927 году Байтурсынов был арестован, сидел в тюрьме, затем был сослан в Архангельск. В 1934 году, благодаря вмешательству Максима Горького и его жены Пешковой, с помощью Международного Красного Креста его освободили, но свобода длилась недолго. В 1937 году Байтурсынова вторично арестовали и вскоре приговорили к расстрелу. Только спустя полвека справедливость восторжествовала. В 1988 году советским судом он посмертно оправдан за отсутствием состава преступления. Тщательно изучив природу казахского языка, Байтурсынов создал новый казахский алфавит, приняв за основу арабский. Написал труд «Порядок правописания». Большая заслуга Байтурсынова была в исследовании истории и теории литературы.